Она говорит, что шла на мирный митинг, но потом все резко изменилось. Абсолютно мирный митинг за единую Украину, за украинский Донбасс. И, конечно же, я даже не ожидала, что опасность ожидает всех участников митинга. Я не ожидала, что будет море крови. Я не ожидала, что нас будут просто жестоко избивать. Галина – одна из тех женщин, которые 3 года назад не побоялись и вышли на улицы украинских городов. Говорит, потом ей много угрожали, но даже это не самое печальное для нее. Пошли угрозы, найдем, убьем, заткнись, и маты были, и я перестала общаться с моими друзьями. Про таких, как Галина, женщин Украины, документалист Ольга Анишко, живущая в США, сняла фильм «Женщины Майдана». Я подумала, что будет вот правда там, где женщины. Почему? Потому что женщины всегда выходят за будущее своих детей. Когда вот уже масса женщин вышла на улицу, это означает, что действительно их уже что-то сильно очень заболело, что-то им сильно не понравилось. Героини ее фильма до последнего держат оборону. Ольга уверена, без женской поддержки многое бы тогда было невозможно. Нам часто мужчины говорили, что так хочется уйти, а смотрим на вас и понимаем, что вы стоите, и мы пойти не можем. Они снимали это кино, рискуя собственной жизнью. Оператор «Женщин Майдана» был в самом пекле, когда горел Дом профсоюзов. Петро был там. То есть перед этим я говорила с его женой, его жена сказала одну фразу, она говорит, ты все-таки помнишь, у него 5 детей. Сейчас Ольга путешествует со своей работой. В Лос-Анджелесе у нее 2 показа. Мы отсюда наблюдали за происходящими там событиями, как они развивались и к чему привели. Было страшно. Мне очень понравился фильм «История о женщинах Майдана». И я узнал из фильма многое, чего не знал ранее. Впечатлила картина и Галину, напомнив о тех событиях, участницей которых была и она лично. Ангелина Багдасарян, Вазген Варжибетян. Настоящее время. Америка.